Да здравствует Усть-Кулом! Бог чудов найден! Помимо записей, сидя на берегу Вычегды, Кандинский набрасывает карандашом пейзаж Усть-Кулома. Следующим утром, 22 июня, они с проводником поехали верхом в Керчомью, в одно из больших зырянских селений в этой области, и к вечеру вернулись назад, в Усть-Кулом. Поездка оказалась серьезным испытанием для студента, но принесла свои плоды. Ездил 45 верст верхом. Найдена еще песня, но без конца. Зыряне – примилый народ, все на них клевещут. Оказывается, что мы проездили 70 верст, до Керчоми-то 35. Выехали в 7 часов утра, в 11 были там, а в 3 часа назад в Усть-Кулом. Конец песни найден, но не может быть пропет до конца, так как певец заболел. Нашел загадки. Найдена еще песня о вдове и ее дочери. Здесь бы пожить, такое, что нашлось бы. Я положительно влюблен в зырян. Несмотря на влюбленность в зырян, Кандинский покинул Усть-Кулом этой же белой ночью, выехал в Усть-Цесольск. Назад добирался с остановками на придорожных станциях, посетив со своим проводником 3 глухих зырянских селения. Выехал при трагической картине прощания с зырянами. Всю ночь так и не спал. Холодно, смерть. Я думаю, был мороз. Ездил в Богородск верхом, в Шояг на лодке, в Подъельск на двухколесной таратайке. Причем зырянин сидел верхом и ни за что не хотел склониться на мою просьбу сесть со мной. От местных Кандинский узнал, что рядом с Шой-Ягом находятся чудские захоронения, о чем сделал запись для Московского археологического общества. В Подъельске же на странице дневника Василий запечатлел образ святой Феодосии. Скорее всего, он увидел ее фреску в одной из часовен. Интересно, что женский лик имеет восточные черты. В ходе поездки путешественник-этнограф зарисовал одежду местных жителей, утварь, архитектурные сооружения и элементы верхневычегодской росписи, которая и повлияла, возможно, на будущую жизнь Кандинского. В Шояге совершенные дикари. На меня смотрели, как на нечто чудесное и никогда не виданное. Посмелее трогали очки, а робкие чудаки тыкали пальцами и быстро тараторили, обращаясь ко мне. Самовар просил знаками, иные не понимали. – 24 июня Кандинский вернулся в Усть-Цесольск. Вместе с приставом успел побывать на деревенском игрище, праздничном, обрядовом увеселении молодежи, состоящем из песен, танцев и игр в хороводе. В дневнике он отметил, что песни поют не только русские по-зырянски, но также и иностранные переводные. Жил некогда в Англии царь молодой.
а на следующее утро он отправился обратно, в Москву. 25 июня. Завтракали в Керке, и в 2,5 часа я двинулся в путь. Нах, Хаузе, пора. Неужели же я еду в Москву? И конец моим скитаниям. Не могу себе представить. Ехал с быстротой поезда Ярославской железной дороги. Часов в 10 пили с коми чай и рассуждали о старых временах. 26 июня. Зырянин спрашивает, не знаю ли я его сына, солдата. Он тоже служит в Москве. Коми сидит грустный, услышал чисто русскую речь. Зыряне кончились. В начале июля 1889 года Василий Кандинский вернулся в Белокаменную. В этом же году в журнале «Этнографическое обозрение» вышла его статья «Из материалов по этнографии сысольских и вычегодских зырян. Национальные божества» по современным верованиям. Статья имела большой резонанс в научном мире этнографии, но оказалось, что молодой юрист привез нечто большее из Зырянского края. Он тут заболел, можно сказать, искусством, и мы, жители республики, можем тщеславно расправить плечи и говорить, что именно Василий Васильевич Кандинский, приехав в нашу тайгу, Коми в Парму, студентом-правоведом, а отсюда уехал будущим отцом-основателем современного абстракционизма. Его настолько вдохновили, скажем, вычегодская роспись по дереву, да, о чем он написал и в дневниках, и позже в нескольких других текстах это отражено, что, в общем-то, наверное, в ходе этой экспедиции произошел такой решающий поворот, может быть, от юриспруденции, по крайней мере, да, в сторону эстетики и живописи. Это так. Во всяком случае, сам Кандинский так думал. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы – все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. По стенам лупки, красный угол весь завешанный, писанными и печатными образами. А перед ними красно-теплящаяся лампадка, будто что-то про себя знающее, про себя живущее, таинственно шепчущая, скромная и гордая звезда. Когда я наконец вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее. С тех пор это чувство жило во мне бессознательно. Сам Кандинский говорил об этом так, что его подтолкнуло на абстрактное искусство убранство деревенской избы. Он вошел когда-то в избу, и его поразило то, что вот это такая сумеречная среда помещения, и в этом помещении такие цветовые удары. Но это может быть и коми-изба, конечно. Это была, несомненно, коми-изба. Да? Другое дело, что может быть, скажем, в северно-русских избах можно было бы найти какие-то, может быть, параллели или сходные черты орнаментальные. Это возможно. Но если мы говорим о конкретном сильном впечатлении, которое во многом определило художественные, эстетические восприятия и приоритеты Кандинского, то это, безусловно, была коми-изба. Тут это диспутантум non esse, необсуждаемо. В деревенских домах росписью покрывали мебель, украшались прялки, швейки, трепало для льна, посуда. Орнамент наносился на окрашенный в мягкие тона фон. Рисунки выполнялись в технике плотного кистевого мазка. По мнению искусствоведов, элементы верхневычегодской росписи конца XIX века прослеживаются во многих работах великого художника. На его полотнах можно легко определить силуэты разукрашенных коми-прялок.
Некоторые детали орнамента с Верхней Вычегды, вероятно, стали частью стиля мастера. Это мне подсказал мой друг и коллега, такой замечательный этнолог Валерий Шарапов. Мы когда с Валерием смотрели некоторые полотна и репродукции, то он обратил мое внимание на несомненное сходство вот с теми образцами, известными нам, верхневычегодской росписи по дереву. И мне кажется, это очень убедительно. Одно из этих полотен это Георгий Победоносец. На щите святого Георгия элементы этой самой верхневычегодской росписи по дереву, они, конечно, отчетливо совершенно угадываются, это несомненно. Очень многие вещи, вот и у вычегодских, и других групп коми покрыты так называемыми розетками. Розетки разделены на несколько частей, на 4, на 8, на 6. Это вот такой круг, да. Это же древнее космогоническое представление древних коми о мире. Вот даже в этих розетках, в этих цветах скрыта огромная философия, глубина. Они восходят, может быть, очень древним временам. И вот все это, то, что он увидел в коми-избах, такие вещи, его, конечно, очень впечатлило и изумило. И нашло какое-то отражение творчества. Элементы, похожие на розетки Зарян, встречаются на многих картинах художника. Сам Кандинский называл их концентрическими кругами. По словам историка Дмитрия Нисанелиса, у основателя социологии Петерима Сорокина, выходца из Усть-Выми, на вилле в Соединенных Штатах Америки хранилась обширная коллекция полотен известных мастеров. Причем больше всего он ценил именно полотна Кандинского и гордился ими. Вполне вероятно, что Сорокину импонировал абстракционизм как таковой Кандинского, но с моей точки зрения несомненно, что это была еще и какая-то ниточка, связывающая с комик-раем, с детством, с тем, что мы читаем в первых главах Эллен Джоней, да, «Долгого пути», автобиографического романа Сорокина. Вот картины Кандинского на вилле Сорокина, это, мне кажется, очень интересно, это такая изюминка. Василий Кандинский до сих пор считается художником-загадкой. Его творчество изучают во всем мире. Так, по версии британских ученых, картина основоположника абстракционизма производит впечатление не на всех зрителей, поскольку Кандинский писал свои полотна в расчете на тех, у кого созерцание порождает и звуковые ассоциации. Нейробиологи убеждены, что Кандинский вызывал к слуховому восприятию. В этом главная загадка его полотен, хранящихся сегодня в фондах мировых музеев. Возможно, сочетание звуков сегутка и элементов вычегодской росписи породило одного из гениев всемирного культурного наследия.